طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Является ли сбривание бороды большим грехом? Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу спросить, что явится следствием ответа? Всегда, когда человек спрашивает подобное, он ожидает ответ и на нем строит дальнейшие действия. Когда спрашивают меня об этом, я говорю, то, что приказал Аллах, это обязательно или желательно? То, что Он запретил, запретно или нежелательно? Разве недостаточно того, что Аллах приказал? Разве нам недостаточно, что наш пророк приказал? Разве недостаточно, что Аллах запретил? Что наш пророк запретил? Валлахи, достаточно. Вот он, мусульманин. Аят гласит, для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. Если человек задает подобный вопрос для познания и только, нет проблем. Однако, если на нем будет строиться поклонение, то это беда. Это, знаете, как бы человек говорит, если это запретно, не буду делать, а если нежелательно, то буду. Если Аллах приказал это в обязательном порядке, то буду исполнять. Если это из желательного, то не буду. Если грех небольшой, то совершу. А если большой, то оставлю. Ни в коем случае нельзя строить свое отношение к Аллаху таким способом. Абсолютно. Анас бин Малик говорит, что некоторые из нас видели свои грехи как гору, нависшую над собой, и вот-вот она упадет. А некоторые видели свои грехи как муху, севшую на нос. Взмахни рукой, и она улетит. Биляль ибн Саад говорит, не смотри на малость совершенного тобой греха, а смотри на величие, пред кем ты совершил этот грех. Величие Аллаха. Разве нам недостаточно аята? Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Не обращай внимания, обязательно, не обязательно, желательно, нежелательно. Если приказано, исполняй. Запрещено, оставляй. Вопрос обязательности, запретности – это дело изучения. Когда ты стоишь перед дилеммой, это запрещено, а это нежелательно, то выбирай нежелательное, если в любом случае что-то нужно выбрать. Когда у тебя выбор между обязательным и желательным, то выбирай обязательное. А если нет дилеммы, нет противопоставления, основа для мусульманина делать то, что приказано, и оставлять то, что запретно. Все, вопрос закрыт. А теперь вернусь к твоему вопросу и отвечу. Брить бороду посланник Аллаха запретил, и он приказал опускать ее. Некоторые ученые разъясняют так, где большой грех и где просто грех. Если при упоминании греха следует обещание Аллахом мучений в аду, или наказание по шариату в этой жизни, или проклятие Аллаха или посланника Аллаха, то это является большим грехом. Что касается сбривания бороды, то касательно этого действия есть приказы посланника Аллаха. Опускать бороду, оставлять ее, и нет проклятия в адрес сбривающих. Нет упоминания о гневе Аллаха, об отдалении от Его милости, нет обещаний мучений в аду, за это нет наказания по шариату в этом мире. Достоверно, что это харам, что нельзя сбривать. Плюс есть единодушие ученых в этом вопросе, которые передали Ибн Касим, Ибн Хазм и Ибн Таймия. Итак, это не огромный грех, однако грех и ослушание.